Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 27 сентября – торжественная дата в современной истории Якутии. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете республики, которая подтвердила ее приверженность федеративному устройству России, послужила консолидации якутян и ознаменовала собой новый этап развития нашего северного края. За эти годы в регионе произошли коренные преобразования, связанные с устройством новой экономики. С какими итогами подходит к празднованию Дня государственности наш регион, в этом году расскажет наш сегодняшний гость Михаил Никифоров. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прежде всего, позвольте поздравить вас с таким праздником. Это один из главных праздников в жизни якутян. Спасибо. Я тоже хотел бы поздравить наших телезрителей с Днем государственности и пожелать всем всего самого наилучшего и самое главное здоровья. Тогда перейдем непосредственно к обсуждению нашего региона. Все позитивное, что есть у нас на сегодняшний день в республике, в IT-сфере, в строительстве жилья, социальные объекты, дороги, благоустройство территории, духовный подъем в искусстве, в том числе и кинематограф. За всем этим стоит государственность региона. И сельское хозяйство не исключение. Вот с каким настроением сельхозпроизводители встречают этот праздник? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что сельчане тоже встречают этот праздник, в принципе, неплохо. Я бы хотел бы остановиться на некоторых моментах, особенно по статистическим данным. Сегодня поголовье сельхозживотных по сравнению с прошлым годом, значит, более-менее идет хоть маленькое увеличение, кроме крупного рогатого скота и поголовья свиней, но маточное поголовье сегодня у нас повысилось и по коровам и по лошадям. Поэтому здесь у нас есть определенные успехи. Во-вторых, хотел бы отметить, что сегодня заготовительная кампания по молоку идет тоже неплохо. Если у нас планы 57 тысяч тонн должны были заготовить, сегодня заготовлено 51 тысяча тонн, что составляет 89% от плана годового. Ну и вы знаете, что Арсений Сергеевич, наш глава, значит, по его посланию был принят новый закон, внесение изменений в закон о передаче полномочий муниципальным образованиям по сельскому хозяйству. И вот наши сельчане в этом году впервые получили 35 тысяч на маточное поголовье, что составляет приблизительно более 36 тысяч голов именно маточного поголовья. Поэтому есть определенный успех. Во-вторых, хотел бы отметить, что в следующем году мы встречаем столетие со дня образования Якутской автономной советской республики, и у нас будет юбилейное мероприятие со дня образования Министерства сельского хозяйства, в то время Наркома земледелия, 125 лет образования ветеринарной службы нашей республики и 350 лет со дня основания землепашества Республики Саха-Якутия. Поэтому созданы организационные комитеты, которые возглавляю я, и у нас, значит, много будет таких мероприятий. В-третьих, конечно же, хотел бы сказать, что сегодня у нас проводится мероприятие 70-летия со дня образования племенной службы в Республике Саха-Якутия. 1 января 1959 года она образовалась, и она образовалась на территории Мегино-Кангаласского улуса. Сейчас тоже проходят юбилейные мероприятия. И последнее, хотел бы отметить, что сегодня у аграриев по-настоящему жара, идет завершающая стадия кормозаготовительной кампании и уборка урожая. Ну, этот год у нас выдался очень сухой, засушливый год, но при всем при этом борьба за, как говорится, за урожай у нас идет такими хорошими темпами. Тогда давайте продолжим вопросы урожая. Все-таки были этим летом небывалые лесные пожары, от которых сельхозтоваропроизводители пострадали наиболее всего. Как решается вопрос в этой области? Ну, давайте сперва начнем с пожара. Во-первых, все органы государственной власти принимали участие в тушении лесных пожаров, в том числе и курируемые мною органы исполнительной власти, это Министерство сельского хозяйства, Департамент ветеринарии, Министерство предпринимательства и Министерство Арктики. Это первое. Второе, вот остановлюсь на село Бескюль, где у нас действительно случилась трагедия, и все сотрудники и Министерства сельского хозяйства, и многие сотрудники других министерств принимают участие в тушении пожаров и в ликвидации пожаров.
Далее у нас пострадали, конечно, сельхозпроизводители и личные подсобные хозяйства, и организованные хозяйства. У нас сгорело 10 живкомплексов, погибли живность, там коровы, свиньи и так далее, и так далее. И вот правительством принято решение о выделении субсидий на возмещение потерянного имущества в размере 59 миллионов рублей. И все вот эти средства, они всеми сельхозтоваропроизводителями и личным подсобным хозяйством получены. И второе, еще хотел бы отметить, что все хозяйства, которые возглавляет Министерство сельского хозяйства, то есть подведомственные организации, оказали посильное участие в строительстве коровников. Мы должны были построить 10 коровников, из них один коровник на 100 голов. И на сегодня уже построено 5 коровников, на стадии завершения уже 2. И у нас коровник на 100 мест сегодня уже такими ударными темпами строится, и завершение данного объекта планируется где-то в 15-20 чисел октября. Поэтому в этом направлении идет такая системная работа. Второе, по части возмещения утерянного в пожарах сена, Министерством сельского хозяйства ведется работа по восполнению утраченного сена от пожаров из других муниципальных образований. В этом отношении мы думаем, что полностью обеспечим село Бескуль. Что касается вообще по кормозаготовительной кампании, сегодня по республике заготовлено уже 83% от плана заготовки сена, но при всем при этом у нас есть отстающие муниципальные образования, это засуха, это пожары, это в первую очередь Уселданский район, Тампонский район и частично Чураптинский и Аймеконский районы. Остальные муниципальное образование, в принципе, свои планы выполнили чуть более 70%, кто уже 100%, но есть и 90% и так далее. То есть мы сегодня более-менее готовы встретить зимовку крупного рогатого скота, но при всем при этом у нас есть трудности, которые заставляют нас приобретать грубые корма из наших соседних регионов, тотчас Амурской области, Забайкальского края и Магаданской области. Михаил Викторович, а какую поддержку на сегодняшний день получают молодые фермеры? Молодые фермеры сегодня получают с программы государственной поддержки сельского хозяйства по линии Министерства сельского хозяйства в двух направлениях. Это первое — это агростартап, и второе — это создание семейной фирмы. По агростартапу ежегодно выделяются финансовые средства из федерального бюджета и из республиканского бюджета. Соотношение где-то 80/20. В этом году выделено порядка 108 миллионов рублей. Участников по данному конкурсу было очень много, 118 у нас участников. Из них сегодня отобрано 34 участника. Они прошли конкурсный отбор, они защищали свои проекты. И 34 сегодня есть конкурсанты, которые получат сумму для создания своего фермерского и так далее хозяйства. И второе направление — это семейные фирмы. Здесь у нас тоже по уже создавшимся фермерские хозяйства, для увеличения мощности своих, по основным положениям как раз и созданию укрупнения своих хозяйств, создания новых рабочих мест. Они по положению должны создавать 1-2, сколько-нибудь рабочих мест, и в этом плане тоже предусмотрено более 170 миллионов рублей, и в конкурсе участвовало более 40 конкурсантов. Сегодня конкурс буквально недавно проведен и подводятся итоги. Тогда продолжим говорить о молодежи. Много ли сейчас молодых специалистов, которые возвращаются в село, чтобы заняться такой деятельностью?
Если сказать конкретно сельское хозяйство, да, конечно, у нас есть проблема. Эта проблема не только, значит, по сельскому хозяйству, но и по другим направлениям тоже, по здравоохранению, по образованию и так далее. Но конкретно по сельскому хозяйству у нас есть определенные проблемы. Во-первых, все-таки средняя заработная плата работников сельского хозяйства в республике сегодня составляет всего 38 тысяч рублей. Ну ладно, еще что 38 тысяч рублей. В основном нынешняя молодежь, конечно, требует свои, есть такие повышенные требования в виде жилья. Допустим, приезжает в село, и они, конечно, требуют жилье, и при этом еще благоустроенное. Поэтому есть определенные здесь проблемы. Но хозяйством ведется в этом направлении работа, значит, с самими хозяйствами, муниципальными образованиями. Во-вторых, хотел бы сказать, что Министерством сельского хозяйства выделяются субсидии на молодых специалистов, которые выплачиваются, те, которые едут работать в сельское хозяйство в течение не менее трех лет, значит, специалистам с высшим образованием выплачиваются по 15 рублей, по 15 тысяч рублей дополнительно к заработной плате, специалистам среднего звена по 12 тысяч рублей и специалистам рабочей специальности по 9 тысяч рублей к основной заработной плате. То есть такая поддержка имеется. И еще следующая поддержка, конечно, в будущем для строительства жилья и так далее, конечно, хозяйства стараются помочь. И есть здесь очень много возможностей, чтобы, значит, поддержать молодых специалистов, которые приехали, значит, работать в сельской местности. Михаил Викторович, еще один блок, который вы курируете, это предпринимательство. Скажите, в какую долю в экономике республики как раз занимает предпринимательство, это направление, и каковы планы на будущее в этой сфере деятельности? Ну, у нас у предпринимательство это особая каста, можно сказать, да, сегодня в валовом региональном продукте республики предпринимательское, значит, предпринимательство оборот всего составляет порядка 13%, но это по итогам 2019 года, считаю. По 2020 году у нас статистические данные должны выйти или к концу года, или в начале следующего года. Но в части предпринимательства, конечно же, правительством республики и Министерством предпринимательства оказывается такая посильная помощь. Особенно вот в прошлом году, если вы помните, в период начала пандемии были приняты такие беспрецедентные меры по поддержке наших предпринимателей. Конечно же, было очень трудно нашим предпринимателям, это я не скрываю. Сегодня для них, особенно тех направлений, которые, значит, услугами занимаются, те направления, которые развлекательно занимаются, те, которые занимаются вот, питанием, для них это было очень трудное время. Но при всем при этом, по статистике сегодня хотел бы отметить, что численность предпринимателей по сравнению с 2020 годом и в 2021 году, она не уменьшилась, она наоборот потихоньку хоть и поднимается. И первое, второе, есть такая динамика развития, что очень многие переходят на самозанятость. То есть самозанятые у нас сегодня очень активно развиваются и стараются, значит, восполнить вот ту нишу, которая, вот в предпринимательской среде, ту нишу, которую вот они сами себе выбрали. Михаил Викторович, у нас с вами сегодня такой торжественный день. Более того, в следующем году у нас будет столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики, а проблемы с Арктикой все еще остаются проблемами. Вот как удешевить продукты питания и сделать доступными фрукты, овощи в тех отдаленных населенных пунктах? Ну, это такая наша извечная проблема. Проблема северного завоза, она оставалась вот все последующие годы, которые у нас есть. Но вот начиная с текущего года мы потихоньку в корне начали менять систему завоза именно в северные арктические районы. Во-первых, мы перешли в основном, раньше в основном было только два направления доставки, это водный и автомобильный. Авиатранспортом мы доставляли очень малое количество. Сегодня хотел бы отметить, что впервые за 20 лет мы малой авиацией начали доставлять продукты
СЗПТ, социально значимых продуктов, и овощей, именно населенные пункты Севера и Арктики. Вот, допустим, сегодня Эвено-Батантайский, Устьянский, Верхоянский, все три колымские группы районов уже вот в отдаленные слега они уже доставлены. Сейчас идет второй тур навигации, и буквально на следующей неделе корабли подойдут в Виндигирку, и вот по Виндигирской группе районов, это Аллайховский, Абыйский и Момский районы, тоже будут доставляться самолетами Ан-2 в отдаленные слега, значит, СЗПТ, социально значимые продукты, и вот овощи, которые мы будем доставлять. Это первое. Второе, значит, республика субсидирует транспортные расходы, поэтому сегодня вот те продукты, которые они доставлены, они, конечно, будут стоить дешевле. Но при всем при этом объем доставки вот, овощей, картошки и социально значимых продуктов, она не такая уж большая по сравнению с тем, что сегодня потребляет вся арктическая и северная группа районов, поэтому есть определенные тоже моменты. Поэтому вот мы принимаем определенные меры, в том числе в этом году мы приняли решение, один корабль у нас будет зимовать в Санкт-Петербурге, и со дня будем попробовать в следующем году осваивать северно-арктический вот, морской путь. И в следующем году наш этот корабль в тестовом режиме по Северному морскому пути доставит продукты питания напрямую, без железной дороги Санкт-Петербурга, значит, до наших муниципальных образований. Это будет удешевление, намного удешевление цены доставляемых продуктов. Второе, вот самое еще главное, хотел бы отметить, председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко подписал соглашение с Узбекистаном, значит, и буквально вот на этой неделе у нас тоже гостили Сырдарьинская область, Республику Узбекистан, и мы подписывали протоколы, и особенно это касается поставкам овощной и плодовочной продукции. И надеюсь, что в следующем году мы увеличим объем поставляемой овощной продукции, не только нашей, но и значит, завезенной по намного ниже цене, чем, допустим, сегодня Север и Арктика потребляет. И в-третьих, хотел бы отметить, сегодня принято решение на базе Якутопторга, акционерного общества, которое со 100% уставным капиталом владеет Республика Саха-Якутия, начать строить торгово-логистические центры в наших муниципальных образованиях. Сегодня мы уже достраиваем 2 таких центра. Это в Белой горе Абыйского района, это узловая будет сегодня, и поселке Усть-Кульга Устьянского района. И начато строительство в поселке Черский Нижнеколымского района. То есть, что она имеет в виду, это будут узловые станции, куда вот, торгово-логистические центры, они сами себе будут представлять хранение, долгое хранение, там температурный режим, там будут магазины, и все овощи, продукты будут храниться в нормальных условиях и будут долго храниться. Поэтому оттуда мы будем потом доставлять и в зимнее время и автомобильным транспортом, возможно, и авиационным транспортом, и будем обеспечивать наши отдаленные муниципальные образования более-менее дешевой продукцией и товарами народного потребления, и овощами и картофелем. Благодарю вас, Михаил Викторович, за такую беседу. Честно сказать, последние новости, с которыми вы с нами поделились, поднимают настроение в такой праздничный день. И позвольте еще раз поздравить вас с таким торжественным днем. Будем надеяться, что наша республика будет процветать и далее. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.